Верблюдоводство – уникальное направление животноводства Туркменистана. На обширных пастбищных угодьях каракумов разводят верблюдов породы арвана, поголовье которых увеличивается. Эта порода дает такие ценные продукты, обладающие диетическими свойствами, как молоко, чал, агаран, сюзьму, мясо, а также ценную шерсть, обладающую лечебными свойствами и способностью хорошо удерживать тепло. Когда верблюды идут пастись на пастбище, то они идут в ряд, не нарушая его друг за другом. Пасется он также очень избирательно. Есть такие полевые травы, как саксаул, солянка кустарниковая, солянка Рихтера, джузгун, трясница карелина. Верблюды едят только верхние листочки, не ломают и не мнут растения. В настоящее время поголовье верблюдов породы арвана составляет 1000 голов. Вся верблюдоводческая отрасль держится на том, чтобы повысить поголовье арвана и объемы, получаемой с этой породы продукции. Порода арвана является результатом многовековой селекционной работы наших предков. В настоящее время поголовье верблюдов значительно возросло. В Ахалском вилаяте много хозяйств, где разводят верблюдов. Сердце радуется при виде пасущихся в каракумах вместе с матерями верблюжат. Польза верблюжьих продуктов известна с давних времен. Это еще раз показывает, насколько весомую роль занимали эти животные в быту людей. Труд чабанов и животноводов нелегок. Они трудятся от одного периода к другому, от выпаса окота до зимовки. А в верблюдоводстве существует немало особенностей, требующих от человека терпения и выносливости. Но самое главное, что благодаря верблюдам люди получают много полезных продуктов. Каждому животному нужен свой подход. У верблюдов различают инер, мая, арвана, иннен, которые в повадках очень отличаются друг от друга. Туркменский народ говорит: «У меня есть верблюд, у меня есть все». Наши предки использовали верблюжий скот с давних времен. Так как он отличался от других видов скота своей грузоподъемностью, наши предки занимались торговлей, и когда они уходили, то загружали свои товары на верблюдов. Коммерчески загруженные верблюды выстраивались в ряд по 15 голов, и это было караваном верблюдов. Ответственного за караван называли кервен-баши. Во время остановки каравана назначался специальный человек для кормления и отдыха животных. Верблюжья шерсть также широко использовалась населением. 80% верблюжьей шерсти составляет пух, поэтому шерсть верблюда от других отличается своей мягкостью. Женщины использовали шерсть для создания различных предметов – одеял, поясов, скатерти, которые находили широкое применение в быту. Кроме арвана существуют такие породы верблюдов, как инер, мая, хештег, кярдери. Верблюды на протяжении всех сезонов года находят себе пропитание на полях. Они употребляют такие полевые растения, как саксаул, солянка кустарниковая, солянка Рихтера, джузгун, трясница карелина. Большую часть их корма составляют лекарственные растения. Их свойства переходят и в продукты, которые мы получаем от верблюдов. Верблюжье молоко считается слаще, чем у других, так как в его составе больше сахара, поэтому его не кипятят, а употребляют в свежем виде. Потребление свежего молока полезно при воспалении и проблемах с дыхательными путями. Верблюды очень выносливы к палящему лету каракумов. Эти животные могут обходиться без воды 4-5 дней летом. Когда верблюд испытывает жажду, он способен найти путь к воде или колодцу, или к дому на расстоянии 20-30 километров. Это настолько умное животное. Утром после того, как надоели молока, верблюд сам уходит на пастбище, а потом сам возвращается домой. Он сам выбирает наиболее удобный путь до пастбища и назад. Даже есть понятие «верблюжий путь». Природно-климатические условия нашей страны очень благоприятны для разведения верблюдов. Это животное чувствует себя комфортно в каракумах, богатых различными лекарственными травами. С экономической точки зрения разведение верблюдов является одним из самых прибыльных секторов животноводства, поскольку верблюд – это животное, которому не требуется много воды, травы, за ним не нужно постоянно ухаживать. Человек, который занимается верблюдами, сможет всегда прокормить семью, будет жить в достатке. Верблюжья шерсть является бесценным природным сырьем. Есть такая мудрость: из шерсти верблюда сделать кушак, а из овечьей шерсти постель.
Туркменские мастерицы из верблюжьей шерсти создают различные виды сачаков. Хлеб, хранящийся в сачаке из верблюжьей шерсти, долгое время сохраняется мягким. Кроме этого, согласно поверьям, такой сачак является своеобразным оберегом от дурного сглаза. Жизнь туркменского народа ознаменована радостными веселыми событиями и праздниками, гармонично сочетающимися и добросовестным трудом. Значение слова «сачак» или слова «дестерхан» связано с этими событиями. Со дня своего рождения и до конца жизни туркмены связаны с древними традициями гостеприимства, а туркменский сачак символизирует добросердечность народа, щедрость благодатной туркменской земли. Верблюжья шерсть отличается тем, что не пропускает солнечного света сквозь себя. Из этой шерсти создают много видов одежды, в этом числе агар-чакмени, вид мужского халата. Чтобы создать его, необходимо время и опыт. Все, что создано женскими руками, все признано заботой и любовью. Женское рукоделие – это целый мир национального наследия. Сегодня созданы условия для сохранения духовной составляющей нашей жизни и ее гармоничного развития с учетом современности. Верблюжье молоко процеживают через марлю или специальную цедилку, затем переливают в керамическую или эмалированную посуду и оставляют на некоторое время. Пчел из верблюжьего молока очень полезен для здоровья, в его составе много аминокислот. Они важны для иммунитета человека, повышения устойчивости к заболеваниям. В составе верблюжьего молока также имеются кальций, цинк, витамин D. Эти витамины важны для опорно-двигательного аппарата человека, профилактики остеопороза. В его составе есть также калий, который важен для сердечно-сосудистой системы.